Смотрите обзор экономических событий на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Власти Якутии в рамках создания туристического комбинированного кластера «Российский север Арктики» планируют провести реконструкцию ряда музеев, а также создать визит-центр и гостиничный комплекс. Проект включает создание визит-центра, приобретение транспорта, обеспечение причальной инфраструктуры, проведение дноуглубительных работ, строительство гостиничного комплекса, реконструкцию музеев. В частности, в поселке Тикси запланировано создание дворца эвенков. На территории кластера также создадут самолет-ресторан. Каркас самолета Ан-12 расположен около аэродрома Тикси-3. Планируется реконструкция музея российско-американского сотрудничества в годы Великой Отечественной войны. В рамках туркластера также появится музей холодной войны на основе брошенного командного пункта дивизии ПВО. Кроме того, будет проведена реновация арктического рекреационного центра. При создании туркластера появится музей литовцев, финнов, поляков и чурапчинских переселенцев. В конце прошлого года число бедных в России снизилось до 13,5 миллионов человек или 9,2% населения страны, подсчитал Росстат. По данным Федеральной статистической службы, еще в третьем квартале доходы ниже прожиточного минимума имели 18 миллионов 800 тысяч человек или 12,8% населения. Однако накануне Нового года 5 миллионов 300 тысяч человек смогли преодолеть черту бедности. Этому способствовал рост среднедушевых ежемесячных денежных доходов на 22,6%, объяснили в Росстате. Также адресная поддержка семей с детьми с невысокими доходами в период пандемии сыграла одну из главных ролей в снижении уровня бедности в России, отмечают эксперты. Государственная транспортная лизинговая компания, которую возглавляет бывший министр транспорта Евгений Дитрих, согласовала план поставок 45 самолетов, из них 8 Сухой Суперджет-100, новой дальневосточной авиакомпании, создаваемой на базе компании «Аврора». Дальневосточной авиакомпании также будут поставлены 19 новых Ил-114-300, самолеты Л-410 и малый 9-местный самолет «Байкал», который может совершать полеты в труднодоступные районы. В итоге парк компании будет насчитывать 131 воздушное судно, из которых 91 это самолеты, а 40 вертолеты, отметил министр транспорта Виталий Савельев. По его словам, Минтранс совместно с Минвостокразвития и субъектами Дальневосточного федерального округа определили маршрутную сеть, которая включает 535 социально значимых маршрутов, в том числе 100 маршрутов межрегиональных и 435 местных. Госдума обратилась к правительству с предложением продлить до конца 2021 года льготы по налогам и кредитам для наиболее пострадавшего от коронавируса малого и среднего бизнеса. Эти льготы действовали в прошлом году. В законодательство могут внести изменения, согласно которым льготный период будет продлен до 31 декабря этого года и будет предусмотрено приостановление заемщикам своих обязательств по кредитному договору. Депутаты также предлагают продлить нормы, которые освобождают от уплаты налогов малые и средние предприятия из отраслей наиболее пострадавших от коронавируса. Правительство также может рассмотреть вопрос о продлении наиболее эффективных мер антикризисной поддержки населения и индивидуального малого и среднего предпринимательства. Депутаты считают, что нужно пересмотреть условия списания льготных кредитов, выданных пострадавшим предприятиям в прошлом году. Общее количество налогоплательщиков республики, обязанных отчитаться в налоговой декларации по форме 3 НДФЛ за 2020 год, на 12 апреля составило 11 803 человека. Актуальные изменения налогового законодательства в части НДФЛ с 2021 года затронут тех, кто еще не подал декларацию по соответствующей форме. Об этом подробнее в сюжете Надежды Саханской. Заплати налоги и можешь спать спокойно. Старая истина, которая все еще претерпевает изменения. Теперь установленный срок подачи декларации по форме 3 НДФЛ – 30 апреля 2021 года. Такую декларацию обязаны подать физические лица, получившие доход от источников за пределами Российской Федерации, от сдачи квартиры или имущества в аренду, от продажи ценных бумаг и имущества, находившегося в собственности менее 3 лет. Также в 2021 году налоговыми органами будет проводиться массовое начисление гражданам имущественных налогов за 2020 год. Срок уплаты не позднее 1 декабря 2021 года. У нас с этого года внесены изменения в налоговый кодекс Российской Федерации, где указано, что если ранее физические лица декларацию самостоятельно не предоставляли,
по полученным доходам, например, от продажи квартир, комнат, земельных участков, транспортных средств, которые у них были в собственности менее 3 лет, да, мы, налоговый орган, самостоятельно не могли начислить налоги, да, то с этого года, в том случае, если физическое лицо самостоятельно не продекларирует, если, да, такие доходы полученные, то налоговый орган самостоятельно исчисляет по жилым при реализации жилого имущества, например, да, 70% от кадастровой стоимости. Самое большое изменение расчета имущественных налогов за 2020 год – применение в качестве налоговой базы по налогу на имущество физических лиц и земельному налогов новой кадастровой стоимости. При этом, согласно нормам Налогового кодекса, увеличение суммы исчисленного налога за 2020 год составит не более 10%. Также установлены новые налоговые льготы по транспортному налогу для 2 категорий граждан – одному из родителей в многодетной семье в отношении одного транспортного средства и физическим лицам, использующим сжиженный газ в качестве моторного топлива. По транспортному налогу, да, законом Республики Саха-Якутия были приняты льготы. В этом году, в 2021 году, мы начислим налоги за 2020 год, срок уплаты которых наступит не позднее 1 декабря 2021 года. Да. Там для многодетных семей один из родителей может воспользоваться льготой при предоставлении соответствующих документов. И основная льгота касается именно тех граждан, физических лиц, у которых транспортное средство именно с сжиженным природным газом, ну, на газу, которые транспортные средства ездят, 50% льготы предоставляется. В этом случае именно лица, у которых транспортное средство на газу, они нам должны представить заявление с приложением ПТС-ки. Индивидуальных предпринимателей, пострадавших от коронавирусной инфекции, ждет освобождение от транспортного налога. Оно распространяется на любые транспортные средства, используемые в предпринимательской деятельности. Исключением будут маломерные суда, применяемые в некоммерческих целях и зарегистрированные органами Государственной инспекции МЧС России. Заполнить декларацию по налогам в этом году можно с помощью программы «Декларация-2020», размещенной на официальном сайте Федеральной налоговой службы России налог.ру, или через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Изменения налогового законодательства с 2021 года уже приняты и скоро начнут действовать. Надежда Саханская, Григорий Охлопков, Якутск. К этому часу пока все новости. Будьте в курсе экономических событий на Якутия-24.